Владимир Владимирович, только что вы провели совещание с главами крупнейших наших нефтяных компаний по поводу ситуации на рынке топлива. Вот по вашим оценкам, удары противника по нашим энергообъектам, заводам, насколько серьезный вред они приносят? И, конечно, очень важная тема, что со снабжением Крыма и Севастополя. Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы на новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена. Ну, а в целом, знаете, хочу сказать, что в целом вот, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения. При этом мы все видим, что переговоры с Украиной и по поводу Украины, они полностью прекращены. Но недавно на Петербургском форуме вы так дали нам всем понять, что есть иногда контакты по другим, скажем так, каналам. И если эти контакты есть, может быть, есть какие-то там, звучат новые, не знаю, там,
просьбы, идеи, предложения с той стороны? Может быть, есть какие-то сигналы? Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Но предложение о встрече с главой режима в Киеве, эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы так внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. А вот по ситуации на этот момент, как вы вообще оцениваете в целом обстановку на линии боевого соприкосновения? Что считаете наиболее важным на этот момент? Ну, давайте я так. Мы постоянно об этом говорим. Кстати, в средствах массовой информации, в интернете наши военкоры, они дают очень такую всеобъемлющую, я бы сказал, и очень объективную информацию на этот счет. Давайте начнем с севера, как раз с группировки «Север». Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами. Вот дальше с севера на юг, если будем двигаться. Группировка «Запад». У нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел. Населенный пункт Рубцы, следующее направление, Рубцовское направление.
На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. Вот сверху идет первая танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера. Третья мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга. И до полного окружения, там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около 2 километров. Вот эта 144-я дивизия, она и занимается решением этой задачи. И полагаю, что решит ее успешно. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. И, если помните, группировка там, она примерно находилась в таком же положении, была полностью уничтожена. Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Но дело не в этом, а в том, что это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций. Важнейший в ДНР логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Теперь напомню еще об одном. Напомню о том, что важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее города Доброполье и Очеретино. Все это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр». Третья армия южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению. Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на 4 участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполья и с севера. А за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполя до госграницы 35 километров. Ну, можно вернуться к боевой работе южной группировки, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках. 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше. Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки
до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особых укреплений. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации. Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на это запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области на широком фронте, продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье. А вот спонсоры киевского режима, лидеры Евросоюза, недавно договорились даже до того, что они приветствуют, цитата, «инновационное применение дронов и успехи ВСУ на поле боя, включая, как они говорят, освобождение территорий». Как вам такое? Я видел это заявление. Действительно, там говорится, я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию – это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было. Ничего не слышно. Говорится действительно и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос, где это и каких территорий? Ну, иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Ну, такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали, мне это неизвестно. Но известно другое. Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Там звучат отдельные всякие сюжеты о том, что вроде уже и не стремятся. Но с повестки дня, когда официально никто это тезисы не снимал, стремятся к поражению России, стратегическому поражению. Ну, зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает. Если все это так и есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как само собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции.